Уважаемые коллеги, несмотря на попытку совершения государственного переворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы, подчиняйтесь поручениям и приказам президента. Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никаким давлением не подчиняться. Есть президент, есть закон. Есть Родина, которой мы с вами должны служить. Часть силовиков на этом совещании не присутствует. Это специально. Они находятся у себя на рабочих местах. Часть руководителей других тоже на рабочих местах. Все главы находятся здесь. Вся страна контролируется законной властью. За исключением комплекса зданий, которые они заняли. Во всем остальном действует избранная законная власть. Поэтому идем дальше. Принято. Уважаемый Аслан Георгиевич, значит, ситуация с энергоснабжением стабильная. Нам удалось вернуть график 4-часового отключения. На ближайшую неделю у нас есть обеспечение электроэнергии до середины недели. Вот. И по завершению этой недели надо будет проплатить еще порядка 650 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить республику до конца года электроэнергией. Спасибо. Что касается аэропорта, работает как ведут? Работает. В штатном режиме? Да. Или люди испугались? Нет, абсолютно нет никаких проблем. Более того, хочу вас проинформировать, что работы по техническому облету благополучно завершены, а это финальный этап технической проверки аэродромной части инфраструктуры. Это значит, что технически аэропорт готов к Прием воздушных судов. судов. С чем я вас и поздравляю. И всех остальных. Обязательств, принятых от имени государства, на сегодняшний день выполняется по условиям и правилам, предусмотренным нашим законодательством. Мы все прекрасно знаем о том, что некоторое время тому назад по определенным причинам нам было приостановлено финансирование российской финансовой помощи, но несмотря на это, наши усилия все полностью направлены на обеспечение принятых социальных обязательств. На сегодняшний день финансовое обеспечение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы является приоритетным, ключевым и особо значимым. Доводятся средства в полном объеме и своевременно. Это коротко о состоянии на сегодняшний день. Ресурсы направляются в том числе в особом порядке на оплату за лечение наших граждан за пределами Республики Абхазия. По-прежнему по вашим поручениям и решениям оказывается государственная финансовая поддержка лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ну и другие социальные важные расходы. Некоторые наши граждане получили телесные повреждения и ранения. Эдуард Иванович, как обстоят дела, какая помощь им оказывается? Уважаемый Аслан Георгиевич, 14 человек обратилось в лечебное учреждение города Сухум, в частности в республиканскую больницу. На вечер вчерашнего дня один человек был отпущен. Сегодня я сам лично поехал, посмотрел 2 человек, которые госпитализированы. Один с травмой скуловой области, который готовится к оперативному вмешательству, другой с легкой черепно-мозговой травмой. Сегодня после обхода будет отпущен домой. Остальные все отпущены на амбулаторное лечение. Все лечебные учреждения работают в штатном режиме. Министерство здравоохранения также находится на своих местах. Работаем в штатном режиме. Мои телефоны всегда доступны, и мы работаем круглосуточно. Все лечебные учреждения, как я говорил, несколько дней назад были переведены на усиленный режим работы. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, мы работаем в штатном режиме. Для выполнения задач нет никаких сложностей. Я хотел бы добавить, что у нас вчера мои коллеги встречали гостей из города Курска. Они находятся в Айтаре по вашему поручению. Наши сотрудники, мои сотрудники находятся с ними. Они устроены. Я сегодня встречался с ними. Все у них нормально, питание, жилье. В ближайшее время планируем экскурсии и так далее. В общем, работаем. Какие будут задачи, будем выполнять. Несется дежурство во всех районах. Никаких изменений. Есть усиление, где это необходимо в городе, а так все в штатном режиме.